Китай перехватывает инициативу в Центральной Азии. Таджикистан. Селитра под контролем. Узбекистан. 3 года за Нашид. В Китае прошел саммит группы Си-5, в ходе которого Си Цзиньпинь пообещал финансовую поддержку странам Центральной Азии. Встреча Си Цзиньпина с главами Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана состоялась в пятницу 19 мая в городе Сиань на северо-западе Китая. В рамках встречи, которая была названа первым саммитом группы Си-5, Си объявила готовность обеспечить мир в Центральной Азии и укрепить оборону центральноазиатских государств. Как передает АФП, в своем выступлении Си призвал к расширению сотрудничества в области безопасности против 3 зол в регионе, к числу которых Пекин относит сепаратизм, терроризм и экстремизм. 6 стран должны твердо противостоять иностранному вмешательству во внутренние дела и попыткам развязать цветные революции, заявил председатель КНР, имея в виду беспорядки в бывших советских республиках, которые, как утверждает в частности Москва, поддерживаются Западом. По словам Си, Пекин планирует расширить транспортные маршруты между Китаем и странами Центральной Азии, а также выделить для них 26 миллиардов юаней, 3,4 миллиарда евро в виде финансовой поддержки и бесплатной помощи. Как отмечает издание Financial Times, несмотря на то, что традиционно в Центральной Азии доминирует Россия, развязанная ею война в Украине дестабилизировала обстановку в регионе, где Москва ранее выступала в роли миротворца. Вера в ее способность поддерживать стабильность пошатнулась, в частности, после прошлогоднего конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана. В свою очередь для Китая Центральная Азия является важнейшим звеном в глобальном инфраструктурном проекте «Один пояс, один путь» или «Новый шелковый путь». Эксперты, опрошенные АФП, также указывают на то, что Пекин хочет воспользоваться возможностью утвердиться в качестве важного геополитического партнера в стратегически важном для себя регионе. Си будет позиционировать себя как лидер, который может способствовать глобальному развитию и миру, сказал АФП Чжи Цюньчжу, профессор международных отношений и политологии Бакнеллского университета. Купить аммиачную селитру, очень популярное в садово-огородном хозяйстве удобрение в Таджикистане, теперь можно только по паспорту, пишет Радио Азади. Один из продавцов минеральных удобрений на условиях анонимности сообщил журналистам, что сотрудники милиции их предупредили. За продажу селитры без паспорта следует наказание. По его словам, милиционеры заявили, что распоряжение о запрете продажи селитры без паспорта связано с мерами безопасности. Мол, это вещество можно использовать для изготовления взрывчатки. Мы купили селитру около месяца назад. Продавец первым делом потребовал копию паспорта. Все мои личные данные и количество купленной селитры он записал в специальную тетрадь. Сейчас все продавцы удобрениями требуют показать паспорт, рассказал садовод Арбубуддин Кулдошев. По словам Дикхан и садоводов, запрет на продажу некоторых видов удобрений без паспорта был введен несколько лет назад, но до недавнего времени все закрывали глаза на нарушение этого запрета. В прошлом году никто не спрашивал у нас документов. В этом году все изменилось. Буквально 2 дня назад я хотел купить селитру для приусадебного участка в одном из магазинов района Рудаки. Продавец сказал, что без паспорта селитру продавать не будет, и пояснил, что селитру, оказывается, можно использовать для изготовления взрывчатого вещества. Поэтому всех продавцов обязали записать личные данные покупателя. Мне пришлось вернуться домой за паспортом, рассказал собеседник Азади. 2 месяца назад жителям Таджикистана перестали продавать без паспорта некоторые виды стройматериалов, в том числе гвозди. Официальных разъяснений тогда так и не последовало. Впервые запрет на продажу без паспорта некоторых видов стройматериалов был введен властями Таджикистана в 2017 году. Тогда один из сотрудников МВД разъяснил, что распоряжение о запрете реализации некоторых видов стройматериалов без паспорта издано с целью предотвращения террористических атак в стране. В прошлом в магазинах и лавках Таджикистана записывали личные данные граждан, покупающих не только стройматериалы, но и газ пропан, кислородные баллоны и карбид кальция.
Как отмечают наблюдатели, резкое ужесточение контроля за применимыми в боевых действиях товарами может указывать на то, что Рахмон всерьез обеспокоен своим будущим, учитывая, что главный гарант его безопасности Россия уже не может обеспечить даже свою собственную безопасность. Который раз мы заходим на территорию России с боями или тихо, это уже не важно. Пламя борьбы разгорается по всей стране. Ждите нас и в вашем населенном пункте. 8 мая Аккурганский районный суд по уголовным делам Ташкентской области приговорил к 3 годам лишения свободы 21-летнего студента Джохангира Улугмуродову, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом Г части 3 статьи 244.1 «Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку» Уголовного кодекса Узбекистана. Как сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана, срок наказания Джохангиру Улугмуродову был сокращен в соответствии со статьей 57 «Назначение более мягкого наказания УК РУС». В санкции статьи, по которой ему было предъявлено обвинение, сказано, что за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Об обвинительном заключении, копия которого имеется в распоряжении журналистов, говорится, что 24 февраля этого года при проведении проверки мобильного телефона Улугмуродова модели iPhone X в его профиле в Телеграме был обнаружен нашид «Религиозная песня». Сообщается, что Улугмуродов распространил этот нашид в группе под названием «Альхамдулилля», в которой состояло 10 человек. Блогер Алимджон Хайдаров, наблюдающий за судебным процессом в Аккургане, написал на своей странице в Фейсбуке, что никто из участников этой группы не открывал ссылку, да и не интересовался ею, что подтверждается в объяснительных свидетелей. Напомним, что это уже далеко не первый подобный случай. 30 января этого года в Узбекистане приговорили 21-летнего Сардора Рахмункулова к 5 годам лишения свободы за то, что 3 годами ранее он отправил нашид своему однокласснику. Gaplarni tutqushdek hammasini yodlab beryapti. Bo'lmagan narsalarni gapirib beryapti. Bu yoqda bosim bo'lgan yoki yolg'on va'dalar bo'lgan.